Людям, которые хотят заниматься рекламой, нужно обратить на это особое внимание. Мы вам гарантируем, что будет эффект. Чего ни в коем случае нельзя делать в рекламном бизнесе. Ты сначала будешь смотреть, что тебе говорят, как они выглядят, стоит ли привлекательная девушка, какой размер у нее. Ты будешь обращать на те вещи, которые ты по умолчанию считываешь правильными. Что для тебя реклама? Большая часть чиновников, простите, неадекватные. Это эффективный метод? Умничка, на самом деле ты реалист. Пройдешь мимо этой бургерной, там абсолютно пусто. Кретины можно говорить? Симпатичный человек. Купи, 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 купи. Друзья, всем привет! И мы все неоднократно слышали такое супер нафталиновое выражение, как реклама – двигатель торговли. Так ли это на самом деле? Сегодня я буду общаться с моим гостем, человек, который организовал, пожалуй, крупнейшее агентство рекламное в нашей республике, Total Advertising Group, более известно как просто ТАГ, Ширали Джурабаев. Ширали, привет! Рад видеть, спасибо, что пришел. Спасибо, что позвали. Прав ли я, что реклама – это двигатель торговли? Абсолютно. Что для тебя реклама? Для меня реклама – бизнес, в первую очередь. Но давай, наверное, вопрос по-другому зададим. Что такое реклама для наших рекламодателей, для тех людей, которые используют ее, или для рекламораспространителей? Надо понимать, что реклама – это часть экономики, часть маркетинга. Маркетинг – часть экономики. Соответственно, если экономика – наука, маркетинг – наука, и реклама тоже наука. Для меня это в том числе и наука. Ну вот для тебя реклама, вот для человека, который занимается рекламой, это просто наука. Ну, понятное дело, еще и бизнес. В первую очередь. В первую очередь. Реклама, она, по идее, как мы знаем, в какое-то время начинает работать все-таки. Но сколько времени должно пройти с момента, как вот запустили рекламу, и она выстрелила? Мне нравится то, что ты задаешь практические вопросы, не общие вопросы. Смотри, от начала рекламной кампании, если вы правильно выбрали целевую аудиторию, я буду все время оговаривать, потому что я боюсь, что у наших слушателей сложится впечатление, что они смогут это сделать на коленке. Я специально начал о том, что все-таки реклама – это наука. Почему мы об этом говорим? Недавно смешной эпизод был. Парня спрашивают, 19 лет, я говорю, где ты работаешь? Он говорит, я в одном из банков, не будем говорить, это не Олив, но тоже один из новых банков. Я говорю, а кем ты работаешь? Маркетологом. 19 лет парню. Понимая по действиям этого банка, что для них маркетинг – это не наука, а всего лишь табличка на дверях департамента, я его спрашиваю, а чем ты занимался? Оказывается, он занимался тем, что он брошюрки относил потенциальным клиентам. Но брошюрка – это же тоже ведь реклама. Да, но ее нужно правильно написать. И он не маркетологом работает, и не маркетингом занимается. Он работает в отделе, разносит… Курьером просто, фактически. Говоря. И вот очень часто мы сталкиваемся с недопониманием сути того, что может сделать реклама. Ты абсолютно прав. Реклама – двигатель торговли. Больше тебе скажу, это двигатель самолета, который ваш бренд, который поднимается. Вот пока двигатель работает, ваш самолет двигается, летит в безвоздушном пространстве. Как только реклама прекращается, автоматически происходит снижение всех остальных параметров. Друзья, в эру цифровых технологий нам очень важно иметь высокоскоростной интернет для развития своего бизнеса и рекламного в частности. И с таким интернетом вам поможет компания Истера. Есть огромная куча примеров, когда рекламодатель приходит, неважно, на телевидении, на радио, куда бы еще бы то ни было, говорит, я хочу разместить рекламу на месяц. Вот мне через месяц нужен результат. Но это ведь так не работает. Работает. В рекламе есть несколько больших департаментов. Я просто боюсь сейчас уйти в такие ниши, что нам с тобой только интересно будет, а слушателям нет. Реклама работает, и ты прав. По логике, если вы сделали все правильно, опять же повторяю, если вы правильно выбрали медианосители, если вы правильно рассчитали инсайты потребителей, если вы сделали правильно рекламный релевантный ролик, который бы раскрывал суть продукта относительно потребностей целевой аудитории, есть вероятность того, что на 35-й, на 45-й день после начала рекламной кампании, если она будет набирать нужные рекламные веса, оказывать нужное воздействие на потребителей, вы можете заметить изменения в продажах. Наш опыт показывает, что где-то в Таджикистане все замедленно, не знаю, просто то ли республика такая, то ли мы такие, на 45-й, 67-й день появляется какое-то значимое изменения в объеме продаж. Но только при том условии, что все было сделано правильно изначально. Абсолютно. Реклама, еще раз повторю, это не Вуду, это наука, там все рассчитывается. И вот тот пример, когда человек приходит к тебе и говорит, мне через 30 дней нужен эффект,
он по сути своей заблуждается. Почему? Потому что можно, в принципе, добиться и за 2 недели эффекта, только там должно быть очень интересное продуктовое предложение, оно должно быть связано с чем-то, что будет больше, чем стимулирование моего желания купить. Например, там, я не знаю, они прикручивают продуктовую акцию. Купи прямо сейчас, и через некоторое время там ты участвуй в розыгрыше или каждому купившему какой-то... Мы сразу увидим изменения в объеме продаж. Диджитальные инструменты, вся диджитальная реклама позволяет нам настраивать иногда наши действия на то, чтобы мы, есть раздел такой перформанс в диджитале, когда мы тут же можем настраивать наши рекламные кампании на незамедлительный отклик. Но все-таки реклама в классическом понимании – это создание ожиданий у потребителей. Сегодня мы с тобой окружены большим количеством рекламных сообщений. Вот ты поедешь домой, я уверен, ты когда ехал, не обращал внимания, посмотри, сколько билбордов ты проехал. Включи телевизор вечером, если ты будешь смотреть, посмотри, залезь в интернет, посмотри, когда ты листаешь соцсети, сколько раз ты сталкиваешься. По нашему опыту, порядка 600 сообщений у душанбинца сегодня происходит в день. Но насколько это эффективно? Ну, вопрос немножко в другом. Такой большой объем рекламы, а что сработает? То, что сделано правильно. Ну, к этому мы еще вернемся. Можешь ли ты дать пару примеров эффективной рекламы, которая сработала прямо вот на ура? У нас в Таджикистане. Не раскрывая при этом инсайтов, у нас кое-где просто есть вещи, которые мы не можем раскрывать в силу того, что у нас есть длинные контракты с рекламодателями, и не всегда они это позволяют. Но давай с того, что было, да. Работая в рамках проекта, на который мы сейчас пришли, мы же на Азии Плюс в свое время отдел продаж поднимали, и мы отдел продаж на радио здесь мы делали. Был эпизод, когда к нам пришли господа дистрибьюторы и сказали, что у нас 2 вагона сока с горящим сроком. Помогите. Мы за 10 дней помогли им избавиться от этого только благодаря рекламе на радио. Каким образом? Что это была за реклама такая? Что там было реклама была прикручена к акции. Мы попросили их запустить акцию, они сделали акцию, запустили акцию, и мы, соответственно, просто немножко рассказали потребителям то, что, ребята, у вас есть возможность приобрести тот или иной продукт там-то, там-то, и достаточно быстро они от стока избавились. Из больших рекламных кампаний запуск Билайна могу отметить. Там просто все правильно изначально было сделано, потому что их по креативу сопровождал BBDO. Наша задача была просто не испортить и правильно адаптировать. Несколько лет назад, я помню, кстати, вот возвращаясь к теме Билайна, когда они привозили Потапа и Настю, ты помнишь этот момент на площади 803? Там был очень один, как мне кажется, интересный ход со стороны Мегафона, когда они прислали своих ребят и писали баллончиком «Переходи на зеленый». Это эффективный метод? Тут вопрос немножко в другом. С точки зрения, например, менеджера, это эффективный, но очень сложно оценить по воздействию на потребителя, потому что никто не спрашивал, как потребители к этому отнеслись. Понятно, что концерт бесплатный, понятно, что Билайн делает широкий жест, давая возможности целевой аудитории пообщаться со своими любимыми кумирами. И тут появляются ребята, которые пытаются каким-то образом хайпануть на этом. Я думаю, что здесь одинаково, как и позитивный эффект, типа, молодцы, ребята креативные, так и отрицательно, типа, ребята, ну вы бы лучше раскрутились и позвали бы звезд бы тоже, тогда бы, вот второй бы концерт бы на параллельной площадке сделал. Здесь очень много деталей. И, честно говоря, как специалист по рекламе, с опытом работы я затрудняюсь сказать, было ли это эффективно, пока у нас не будет объективных данных. Изменились ли продажи? Был ли поиск в Гугле именно конкретной тематики? Хэштеги, если вы запускали, изменилось ли количество упоминаний? Сегодня есть очень много инструментов, которые позволяют нам управлять репутацией и замерять отношения в сети. Поэтому вот я в первую очередь, наверное, полагаюсь не на свое мнение, а на те объективные данные, которые будут у нас. Какие платформы и инструменты наиболее эффективны, скажем, например, для Ошхоны на районе и для веб-сайта, который торгует там премиальным алкоголем? Ну, смотри, Ошхона в первую очередь я бы начал бы с директ-маркетинга. В первую очередь бы я ориентировался на тех, кто проживает неподалеку, с тем, чтобы у них появилась возможность или что-то заказать, или там, вечером прийти посидеть. Есть диджитальные инструменты. Вообще сегодня твой вопрос, наверное, подразумевает, что нам лучше телек использовать, радио или что-то другое. От сплита зависит. Это зависит от бюджетов и планов рекламодателей. Реклама, она всегда привязана к маркетинговым индексам, которые рекламодатели для себя считают важно соблюсти. Ну, условно говоря, я хочу 60% целевых потребителей познакомить с нашим продуктом, или я хочу повысить трайаут, пробную покупку.
чтобы они просто попробовали мои продукты, а с тем потом уже дальше. То есть, когда задачи ставятся, исходя из этого, планируются каналы коммуникации, потому что они по-разному. Радиореклама. Сегодня в Таджикистане это самый недооцененный инструмент. Ведь у нас и классная ситуация, у нас не 25 радиостанций, как в этом, у нас есть яркие лидеры, у нас есть очень много нишевых станций, которые работают с определенными целевыми аудиториями. И стоимость размещения относительно невысокая. Радио создает отношения, и там нельзя ждать незамедлительного эффекта, потому что одно дело я тебе на ухо шепчу: купи. А потом ты приходишь в магазин: ой, я где-то слышал, я хочу попробовать купить. Понимаешь, какая ситуация? Радио, оно вот так работает. Поэтому, когда вы приходите на радио, глупо ожидать незамедлительного отклика. Надо настраиваться на длительную работу. Если мы запускаем какую-то акцию, например, связанную с тем, что мы, не знаю, приз привязали к какому-то этому, то здесь разные методы коммуникации. Если, например, у нас длинная коммуникация, предположим, вы строите дом, желательно, конечно, помимо диджитальных инструментов, билборд поставить. Если у вас есть продукты, которые требуют, например, более вдумчивого подхода, не спонтанная покупка, например, телевизор, компьютер, машина, тем более квартира, нам нужно создавать систему, которая позволила бы заполнить информационные лакуны в сознании потребителя. И понятно, что одним коммуникационным каналом мы не обойдемся. Нам нужно создавать платформу, которая окружит потребителя. То есть неважно, это Ошхана на районе или какой-то бутик? Опять же, от задач зависит. Если Ошхана придет и скажет: слушай, мне там, не знаю, у нас вот сейчас, я сейчас сюда приехал, знакомая попросила, они открыли ресторан. Да? Хорошая российская франшиза, зачем-то назвались именем хозяйки. Место хорошее, неплохой интерьер, но чего-то не хватает. Ждет, что у меня есть кнопка, на которую я нажму, и все клиенты польются. Я объясняю, что, ребята, мы сможем создать ожидание и, возможно, привести людей к вам сюда именно до столика. Вот что здесь произойдет, мы никак не можем повлиять. Еще один знаменитый, любимый вопрос: а вы мне гарантируете, что у меня будут продажи? Вот. Я своим сотрудникам рекомендую гнать таких. Может, не в ЗАЖ, а деликатно: спасибо, что пришли, хотите еще кофе или вы не спешите. Потому что этот человек сам не готов. Еще раз повторю, задача рекламы – создать ожидание. Но продажа осуществляется не на стороне рекламораспространителя, а на стороне клиента. Поэтому мы сколько угодно можем сделать классную рекламу, человек придет и увидит, что его обманули, или его плохо обслужили, или он просто припарковаться не смог. Реклама привела к нему трафик, да. Капитализировался он в продаже? Нет. Кто виноват? Естественно, ресторан. И я в целом рекламодателей попрошу, наверное, или порекомендую более вдумчиво относиться к ситуации, когда вам приходит агентство и говорит: мы вам гарантируем, что будет эффект. В чем он состоит, эффект? Мы отказываемся. Coca-Cola в свое время она проводила такие пробные запуски, когда они с глобальными агентствами работали следующим образом. Ребята, у вас будет какой-то фи, это процент, который они получают, гарантированно, но мы привяжем оставшуюся часть вашего вознаграждения к эффективности. Столкнулись с тем, что даже у Coca-Cola были проблемы с тем, чтобы внутри продаж вычленить то, что было за счет рекламы, а не за счет, например, акций каких-то, или какого конъюнктурного, или выхода на новый рынок, или открытия в новом регионе. Поэтому эта схема, она не работает нигде, тем более в Таджикистане. Ширали, твои критерии хорошей работы, например, как понять, что работа в плане рекламы, она сделана хорошо? То есть, понятно, да, то есть мы запустили рекламу, мы увидели эффект, это супер, но есть же еще другие какие-то критерии? Нету. То есть только вот... Нет, смотри, реклама, еще раз повторю, реклама всегда, у нее есть цель. Цели могут быть разные. И вот цели нужно проговаривать и для себя, особенно если вы сами владелец бренда, проговаривать сразу, что я хочу. Я хочу сделать так, чтобы в течение 10 лет я завоевал 60% рынка. Или я хочу, чтобы в течение следующего года в новых регионах я открыл точки. Или он звучит следующим образом: я хочу, чтобы мои друзья меня похлопали по спине или по плечу, сказали: я видел твою рекламу, классно. То есть он должен абсолютно осознанно к этому подходить. Когда он приходит в агентство, он должен четко формулировать мысль: я хочу, чтобы. Поэтому для нас самое главное мерило правильно сделанной работы — это когда мы достигаем тех KPI, которые были выставлены еще до начала рекламной кампании. Если мы их превосходим, мы просто радуемся. Отлично. А какие главные ошибки совершают специалисты, которые создают рекламу?
В первую очередь это ориентирование на «мне кажется». Что это значит? Ну, как происходит обсуждение стратегии для клиента? Человек примеряет какую-то ситуацию на собственный опыт. В принципе, наши рекламодатели также делают. Наверное, вы сталкиваетесь с тем, что рекламодателю объяснишь, у нас есть аудитория доказанная, у нас не, моя бабушка, она читает только эту газету и слушает только Садой какой-нибудь там. Вот. И все ты его не переведешь. Он примеряет ситуацию, которая касается не конкретно его, а его целевой аудитории на себя. И этим грешат все. В том числе рекламопроизводители и рекламщики. Они начинают от себятиной заниматься. Или еще такой критерий, ну прикольно же. Ну да, если бы нам давали бы, наверное, деньги за то, что мы делаем прикольно в маркетинге, мы бы, наверное, не маркетологами были, а клоунами, стендаперами, кем угодно. Поэтому в первую очередь не примеряйте на себя, старайтесь ориентироваться на объективные данные. Ты сказал о том, что мы создали Total Test Group. На самом деле мы целую индустрию создали. Просто часть бизнеса мы уже передали, поскольку он был нецелевым для нас. Например, мы первые запустили исследование, нормальное маркетинговое исследование. Даже не то, что делают там ребята, когда по телефону опрашивают, да, даже 3-8 тысяч, это все равно не то, когда face-to-face интервью 4 волны в год. И эти данные признаны всеми ведущими рекламодателями. Это уровень, очень хороший уровень сегодня. Мы вот это сделали. Мы сейчас не владеем этим брендом, владеют казахи, но мы его запустили здесь. Мы мониторинг запускали, тоже сейчас это часть бизнеса, который принадлежит не нам, но там, мы можем сказать, сколько рекламы вышло, в какое время вышло, весь ли ролик вышел, с кем он был в одном блоке, ваши конкуренты, если они есть, как они выглядят, что они делают на рекламном рынке, какой объем они используют, насколько они эффективнее, чем вы. На самом деле, что такое реклама? Ты приходишь на базар, ты хочешь купить мясо, представляешь, 50 продавцов. 10 продавцов, 5 продавцов. И 5 продавцов одновременно пытаются тебе что-то рассказать про свой продукт. Кого ты выберешь? То, что мне понравится. На внешне, я имею в виду, симпатичный человек. Умничка, на самом деле ты реалист. До продукта ты сначала будешь смотреть, что тебе говорят, как они выглядят, стоит ли привлекательная девушка, какой размер у нее. Ты будешь обращать на те вещи, которые ты по умолчанию считываешь правильными. Только потом ты подойдешь, посмотришь на мясо. Ну да. То же самое с рекламой происходит. Когда у нас 5-6 банков, которые там одни и те же вещи нам продают, ну, с небольшими вариациями, никто же не будет в убыток себе работать. Или сотовые операторы, которые продают нам только имидж. По большому счету все их сервисы приблизительно одинаковые. Но за исключением, может быть, технической составляющей, там, зоны охвата или там какие-то другие. По цене же все одинаково. Ну или чем Coca-Cola от Pepsi Cola отличается? Раскруткой. Я бы сказал, наверное, тем, как мы относимся к себе и как мы воспринимаем себя относительно продукта. И поэтому, вот, когда мы из этого исходим, мы понимаем абсолютно точно для себя, что реклама очень важный инструмент. И без него сегодня думать, что вы можете быть заметными на рынке, невозможно. Если есть хорошая поговорка у рекламщиков, на самом деле это не поговорка, это выводы после исследования. Потребители бы купили ваш бренд, если бы знали о нем. Поэтому без рекламы сегодня никуда. То есть любые методы в этом случае хороши, в этом смысле? Да, можно и сказать и так. Вот лучше что-то делать, чем ничего не делать. Другое дело, что лучше, конечно, это, знаешь, мы же говорим строительство бренда, строительство бизнеса. Много общих элементов. Во-первых, у тебя должен быть хороший проект. Какой ты дом хочешь? Одноэтажный? Да, землянку или многоэтажное здание с красивым фасадом? Землянку ты можешь сам вырыть. Ну, дом в один этаж ты можешь сам построить. А вот прости, 7, 12, 15, 45 этажей, надо звать эксперта, который тебе скажет, как это правильно сделать. А потом, что ты используешь для того, чтобы у тебя дом держался. Вот это все очень схоже с тем, что делают маркетологи. А реклама – это часть маркетинга, когда планируют рекламную активность. Что такое нативная реклама? Нативная реклама реклама, которая мимикрирует под рекомендации. Что это значит для простого зрителя? Ну, предположим, вы читаете о том, как сбить ребенку температуру или что делать, там 5 советов, если у вашего ребенка поднялась температура, да, в интернете, в газете. И рядом появляется объявление о том, что препарат, который то-то, 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 вот таким небольшим этим. Вот это и есть нативное размещение. Конечно, оно должно быть обязательно обозначено, что это реклама или партнерский материал. Потому что люди всегда это понимают. И как раз возвращаясь к вопросу о том, что кто-то проводит мероприятие, которое интересно моей целевой аудитории, а другие хайпуют на этом.
То же самое здесь, если вы человека ведете в заблуждение, сегодня потребители искушены, они четко понимают, когда им что-то пытаются продать. А вы здесь абсолютно открыто делаете. Вот температура, 5 симптомов, мы снимаем 3 из них. Или все 5 снимаем. Нативная реклама хороший инструмент, но не надо думать, что это какая-то особая форма или более эффективная форма. Это одна из форм, потому что иногда, когда мама читает, она может не видеть твой баннер в упор, потому что ее беспокоит, что будет написано там, потому что она воспринимает этот материал как инструкцию по поводу того, как можно вылечить ее ребенка. А нативная реклама тоже очень тонкий момент. Есть какие-то 3 примера хорошей нативной рекламы у нас здесь, в Таджикистане? Наверное, я не очень сильно читаю локальную периодику или на локальных сайтах практически не бываю, поэтому не могу сказать. Что самое главное в рекламном бизнесе? Вот прям Экспертиза. самый топ. Что это значит? Экспертиза – это тот объем знаний, который у тебя есть, помноженный на опыт работы в индустрии. Переведу, наверное, на более понятный язык. Ты своего ребенка кому предпочтешь повести? К парню только из вуза с кабинетом в поликлинике ближайшей или к профессору седобородому, который в большой клинике работает? К профессору. Это логично. Вот это и есть экспертиза. Почему? Потому что человек, во-первых, он обладает базовыми знаниями, которые позволяют ему не ошибаться. А второе, он проверяет это из года в год за счет того, что он каждый раз опытным путем подтверждает или опровергает. Ну, конечно, желательно, чтобы профессор все-таки пользовался не молоточком или там какими-то другими вещами, а МРТ и, я не знаю, ЭКГ, чтобы поставить тебе диагноз. Экспертиза. В первую очередь экспертиза. Что ж, я думаю, всем людям, которые хотят заниматься рекламой, нужно обратить на это особое внимание. Шарли, по поводу Кока-Колы я хотел спросить. Насколько я знаю, может быть, это даже и слухи, но несколько лет назад здесь у тебя что-то с Кока-Колой не сложилось, и ты поехал в Турцию встречаться с CEO. Нет. Значит, это просто Нет, слухи. это байки. На самом деле крупный рекламный бизнес, тут невозможно им продавить что-то харизмой или там выходя напрямую на это. Там совсем по-другому работает. Это система, которая позволяет очень быстро отсеивать звенья, которые плохо работают. Ну, давай будем откровенны. Coca-Cola – это бренд с более чем 100-летним багажом. Они на всех рынках уже попробовали те схемы, которые наши пытаются продумать. У них готовые бизнес-модели есть, поэтому каким-то образом продавить не получится. У нас похожий эпизод был не с Coca-Cola, а с Nestlé. Когда здесь начали продаваться продукты неправильно, с неправильной подачей, с неправильной рекламой, и мы просто вышли на представительство, в тот момент они сидели в Ташкенте, и описали им ситуацию, что, коллеги, имейте в виду, что ваши продукты неправильно позиционированы, реклама выходит с нарушением закона о рекламе и прочее, прочее. И вот после этого они начали с нами разговаривать. И вот первый международный клиент, который здесь был у сетевого агентства, это вот Nestlé. Это очень здорово, но странно, что такая серьезная организация, как Nestlé, не обратила внимания на закон о рекламе. А там немножко другая ситуация. Крупные бренды, ну почему у нас, например, сегодня до сих пор мы не имеем рекламы Unilever, Проктора, ну и потеряли Henkel. По одной простой причине, они начинают работать всегда с дистрибьюцией. Маркетинг же начинается с того, чтобы сделать продукты физически доступными. Если этого нет, то бесполезно выходить на рынок, если у тебя дистрибьюция не налажена. И они начинают работать с организациями специализированными, которые называются дистрибьюторы. Они могут быть оптовые, мелкооптовые. И у них всегда есть какой-то бюджет на маркетинг, который им дают бренды, для того, чтобы просто поддержать их активность. И те иногда кладут в карман, иногда сливают, а иногда думают, да, сейчас мы рекламу забабахаем, что там, давай сейчас мы вот там, какой баннер был. И вытаскивают баннер, который 15 лет назад уже был закрыт, но они его в Гугле нашли. Распечатывают вот это изображение там 320 на 150 на 18 квадратных метров с такими пикселями. И говорят, таджикам сойдет. Ну, понятно, что головной офис не в курсе этих действий, потому что это делает дистрибьютор на те деньги, которые ему был дан на условный маркетинг. Вот поэтому такие вещи иногда возникают. Ты слышал про Black Star Burger?
как международную франшизу. Да. У нас здесь тоже открылась вот эта вот бургерная. Было масштабное такое серьезное открытие. Там они пригласили огромное количество диджеев и прочего, забабехали огромную рекламную кампанию. Но сейчас, как ни пройдешь мимо этой бургерной, там абсолютно пусто. Как ты думаешь, с чем связаны вот такие проблемы? С плохим продуктом. Продуктом, который предоставляется в бургерной? Ну, конечно. Ну, смотри, понятно, что когда мы говорим про фастфуд, помимо самого продукта, о котором мы имеем в виду, что бургеры, и все подразумевают именно франшизу. Black Star Burger в России, может быть, имел что-то, кроме того, что вы бургеры продаете. Вот это Black Star, афрокультура, афроамериканская, которую Тимати и его ребята Хип-хоп, все дела. Да, абсолютно насаждали. Там какой-то бэкграунд был. Здесь это не сработало. Здесь люди пришли туда есть бургеры. И оказалось, что бургеры, которые делают, я не знаю, локальные производители, ничем не хуже, может быть, дешевле, а может быть, даже вкуснее. Потому что, если честно, мы бренды можем говорить, да, здесь? Да. Самые вкусные в Душанбе бургеры, которые я пробовал, и, честно говоря, в Узбекистане, в Таджикистане, в Алмате пару мест есть, где они просто безумные вещи делают. Барбекю бургеры, BBK Burgers, ребята, они вот просто очень хороший продукт делают, сопоставимо по качеству с импортными. Поэтому потребители же быстро они понимают, что им хотят продать. Маркетинг там чистой воды или там есть продукт. Если у вас нету продукта, но вы вкладываете в маркетинг, вы быстрее погорите, поскольку вы привлекаете большее количество внимания к своим продуктам. И еще один важный момент, вы формируете ожидания относительно продукта. Почему мы все время, когда рекламодатель к нам приходит и начинают нас убеждать в том, что мы должны сказать о их продуктах то, чего нету, ну типа наш самый продукт самый лучший, номер один и прочее, мы их очень сильно отговариваем, потому что реклама, задача ее в первую очередь создать ожидания, чтобы потребители вспомнили, как-то относились к продукту. Чтобы какое-то отношение было, чтобы в момент покупки ментальный конструкт сработал, я выбрал именно этот продукт. Но если мы его неправильно построили, у человека ожидания, он приходит, он берет продукт и понимает, что его обманули. Вернется ли он второй к вам? А сегодня эта ситуация стала еще хуже, потому что благодаря соцсетей вы вот этот негативный коммент можете умножить на количество фолловеров, которые есть у этого человека. И продукты с плохой рекламой, с неправильной, неадекватной рекламой или хорошей рекламой, но плохим продуктом проваливаются мгновенно. Правильно. Да. А что касается, если вернуться к Black Star, их уже, получается, никакая реклама сейчас не спасет? Я не знаю, в чем там дело, надо разбираться, потому что, во-первых, я не фанат бургеров как таковых, несмотря на то, что я тут рекламу сделал ребятам. Надо разбираться, делали это в месторасположении или, может быть, в чем-то другом. Но надо все время помнить, что реклама, давай будем откровенны, реклама никому не нужна, кроме рекламодателей и нас, рекламораспространителей. Реклама нужна в первую очередь рекламораспространителям и рекламодателям. А мы, даже ты сам, будучи, наверное, человеком, чей достаток зависит в том числе и от рекламы, очень часто задолбали. И вот оно есть. Реклама это, представляешь, ты идешь по парку, и кто-то подходит, пытается с тобой заговорить, и тем более что-то продать. Тебе это понравится? Нет. Ты смотришь любимый фильм, тебе начинают говорить: слушай, купи у меня вот это. Ты смотришь футбол, хоккей, Pornhub, все что угодно, и те, кто слушай, купи у меня вот это. Понятно, что это не может радовать. Поэтому мы рекламе традиционно, потребители, уделяем малое внимание. Мы касаемся, и почему мы говорим баннерная слепота сегодня? Потому что люди четко понимают, что это реклама, и твое взаимодействие с этой рекламой зависит от того, насколько ярко тебе подали, или насколько у меня нужда сейчас есть, что я прореагирую на это сообщение. А в большинстве случаев реклама или нерелевантна, или не в то время попадает на поле зрения, мы ее игнорируем. И поэтому надо разбираться, в чем дело, почему люди не покупают, почему они игнорируют, надо смотреть. И надо помнить, что запуск, вот если вы запустили что-то и потом ушли из рекламного поля, не знаю, насколько уместно, но вообще на самом деле в свое время Герман Эмигаузер и другие ребята, Герман Кругман, например, они проводили очень большие исследования относительно памяти и как мы запоминаем материал. Любой материал, который мы не повторяем достаточно регулярно, на 90% в течение 3 недель уходит из нашего сознания.
То же самое относительно рекламы. Вы можете сколько угодно потратить на запуск, но если через месяц, через два вы не в поле зрения у потребителя. Больше того, даже если вам все понравилось, но при этом у меня есть конкурентные предложения, которые со мной работают, есть вероятность того, что я выберу то предложение, которое сейчас со мной разговаривает, вместо того, чтобы возвращаться к тому, что было раньше. Пандемия как-то сказалась на рекламе, на рекламном бизнесе в целом? Ну, конечно, рекламодатели растерялись, и многие из них совершили типичную ошибку неграмотных маркетиров, маркетологов, когда понятно, что продажи изменились, в силу того, что потребители кто-то деньги придержал, кто-то просто физически не мог пойти. И первое, на что они обратили внимание, и что вычеркнули из смет, это маркетинг. Типа, все, не будем рекламироваться, не будем это делать. И вот те, кто это сделал, они реально сильно пострадали. Потому что могу привести высказывание финансового директора Procter & Gamble, финансового директора, финансиста, человек, который к жизни подходит с калькулятором. Любит она меня, не любит, сейчас я посчитаю. Они ко всему. Он даже сказал, сейчас не время уходить из поля зрения потребителей. Это обычное явление, когда количество продавцов первое время остается то же, но покупателей количество уменьшается. То есть если раньше, предположим, там на 5 продавцов было 20 покупателей, то теперь на 5 продавцов осталось 5 покупателей. Тем более нужно прикладывать усилия для того, чтобы выбрали именно тебя. Насколько бы это эффективно сработало, я имею в виду, что огромное количество людей понимало, что мы не знаем, насколько продлится эта пандемия, мы не знаем, насколько сейчас будет у людей кризис, и я таким образом, вкладываясь в рекламу, в маркетинг, буду уходить себе в убыток. Насколько это было вообще правильным решением, было бы? Это очень просто работает. Если у тебя налажен сбор информации, то, о чем я говорю, что маркетинг – это в первую очередь служба, это не реклама, это служба внутри компании, которая позволяет тебе производить анализ входящей информации. Каким образом? Окей, вы производите порошки, люди сидят дома. Насколько снизится потребность в порошках? Вы все равно дети будут пачкать, просто не будут пачкаться, полотенце будет пачкаться. Может быть, какая-то одежда, которую вы носили там, не будет пачкаться, но вы все равно будете внимательно относиться. Соответственно, вы должны спрогнозировать, насколько изменится потребление. И исходя из этого, вы можете планировать свою рекламную деятельность. Я не говорил о том, что не нужно сокращать. Но убирать полностью рекламу в тот момент, когда потребителю сложно выбирать, это глупо. К тому же, что произошло? Потребители очень быстро поняли, что, слушай, люди умирают, но по сути жизнь-то продолжается. И наше потребление не изменилось. Посмотри на себя, посмотри на свою семью. Я знаю, первое время мы там придержали, кто-то там туалетной бумаги набрал, кто-то там 15 мешков муки загрузил в гараж. А что изменилось? Он загрузил 15 мешков муки. Что, он есть больше стал? Муку, что ли? Он просто покупки сделал сейчас и отложил свое потребление на какой-то период времени. То есть фактически потребители достаточно быстро вернулись к дореволюционному паттерну поведения. В силу того, что нам удобно потреблять. Да, изменилось. Вот сегодня у нас в целом парадигма маркетинга меняется. Он 5 стадий прошел. Вот сейчас мы живем в эпоху социально ответственного маркетинга. Маркетинга, ориентированного в первую очередь не на то, чтобы продать вам продукт, а на то, что компания говорит, слушайте, ребята, у вас есть ценности, мы их разделяем, мы бренд, который для вас. Не знаю, обращал внимание на последние рекламные кампании IKEA или Nike. У Nike вообще продуктов нету, они показывают спортсменов, показывают молодых ребят, в конце получается там слоган, свуш и пару мест, где их продукция мелькает, все остальное посвященное людям. Или IKEA, который говорит сегодня, ребята, я живу на другой планете, там парень зеленый ходил, не знаю, обращал ты внимание или нет. Это не видел только. Все больше и больше брендов говорят о том, что слушайте, вот у вас есть убеждения, мы с вами, мы для вас. И Coca-Cola тоже, что она может продвигать, по сути дела? Что у нас классная сладкая вода? Нет, они говорят, ребята, компания, мы с вами. Праздник к нам приходит. Они формируют наши отношения на уровне эмоций и нашего ощущения себя как членов какого-то социума. И бренды будут встраиваться именно туда. Все больше и больше будет уходить туда. У нас есть такая рубрика, она называется «Ни в коем случае». Ширали, чего ни в коем случае нельзя делать в рекламном бизнесе? Список можно вот так? Даже желательно.
Ну, в первую очередь, нужно серьезнее относиться к коммуникациям, к рекламе. Реклама – это в первую очередь коммуникация. Я объясню почему. Очень часто наши рекламодатели думают, что на рекламе можно сэкономить, но при этом они на хороших машинах двигаются, перемещаются, они хорошо одеваются, они стригутся, они пахнут хорошо, но их бренды, извини, они на них экономят. Поэтому надо понимать, а как я хочу произвести впечатление на своих потенциальных покупателей. И в первую очередь нужно понимать, это должно быть соответственно тому, что вы закладывали на этапе формирования бренда. Если вы считаете, что у вас бренд премиальный, все остальное должно выглядеть, в том числе и реклама. Если вы считаете, что бренд молодежный, он должен быть молодежный. Если вы считаете, что соответственно, всегда должна быть релевантная ситуация. 3 основных правила при приеме на работу, когда ты нанимаешь менеджера по рекламе. Амбиции. Амбиции, еще раз амбиции. Когда ты говоришь «я», если вы нанимаете менеджера по рекламе, то тут для вас важно, во-первых, экспертиза, всегда экспертиза. А если человек молодой? Тогда амбиции. Я не рекомендую, вот серьезно, я еще раз повторю, неформально я тебе рассказывал о том, что я очень подозрительно отношусь к компаниям, которые управляют финансами или делают сложные сервисы или медицинские сервисы. У нас средний возраст работника там 25, 18, 16, 12, 9,5 лет. Я серьезно очень напрягаюсь, потому что я понимаю, что да, у ребят есть знания, но у них нет опыта. И это большая проблема. Экспертиза, еще раз повторю, это знание, помноженное на опыт. Экспертиза – это самое лучшее, что может с вами случиться. Поэтому вам желательно не взять не сотрудника отдела по маркетингу, а эксперта по маркетингу. Но, соответственно, у него должно быть образование, у него должен быть опыт работы. Относительно образования всегда смотрите, есть ли у него базовое маркетинговое образование. А относительно опыта работы я настоятельно рекомендую при приеме на работу требовать рекомендательные письма и просить, вот ты работал в Мегафоне, а дай мне, пожалуйста, номер менеджера, который тебя брал на работу, я с ним поговорю, и посмотреть на его реакцию. Потому что очень часто бывает, вот как в известном меме, я работал в Яндексе, но меня оттуда уволили, потому что я наплел в своем резюме, а теперь я веду курсы, говоря, что я бывший сотрудник Яндекса. Мы постоянно с этим сталкиваемся, к нам приходят молодые ребята, которые называются маркетологами, специалистами по рекламе, но они случайные люди. У них ни экспертизы нет, ни всего остального. Офф-топ могу сказать, что коллеги, партнеры, рекламодатели, SMM – это не диджитал, это маленькая часть диджитал. Относиться, мы начинаем работать с рекламодателями, они сами приходят, говорят, да, у меня все в порядке, у меня SMM. Это все равно, что у тебя большая клиника, и ты проводишь операции, и у тебя есть женщина, которая делает укол обезболивающий. Вот SMM – это укол, а все остальное, вся вот эта структура больницы – это маркетинг и реклама. Поэтому да, если у вас делают уколы, господи, вы не больница, вы кабинет. Какие планы на ближайшее будущее у Total Advertising Group? В Total я сейчас как консультант работаю, в целом у рекламного бизнеса мы хотим поменять подход, который сегодня тянет рынок назад, рынок рекламы. Не развивается он, во-первых, не появляется новая аудитория. Сегодня активно перераспределяется аудитория между традиционными каналами и диджитальными каналами. Но, к сожалению, в Таджикистане мы наблюдаем очень сильный перекос в связи с тем, что на традиционных каналах очень значимые игроки не являются объектом распространения нашей рекламы. Это российские телеканалы, это телеканалы афганские, турецкие, узбекские. Везде, где наши рекламодатели не могут разместить рекламу. А их рекламодатели могут, и, соответственно, получается, что домик в деревне у наших потребителей более известен, чем молоко отечественного производителя. Они, по крайней мере, знают, почему его покупать, потому что там бабушка, красиво, домик. Они снимали в Аргентине, понятно, что у них реклама, картинка будет лучше. А наши показывают корову из стока худую. И мы хотим поменять эту ситуацию, чтобы, во-первых, у отечественных рекламодателей появились аудитории, которым они могут продавать свою рекламу, и, соответственно, свои продукты. И чтобы у отечественных производителей контента появились деньги на создание адекватного таджикистанского, не обязательно таджикского, контента. Такого, на который придет аудитория. Если мы это сделаем, все изменится. В плане того, чтобы изменить, есть какие-то предпосылки к этому уже? Кроме того, что мы вопим уже 11-й год, ребята, вы губите отрасль. Да, мы наконец-то, давай откровенными, будем чиновникам до этого все равно. У нас большая часть чиновников, простите, неадекватные, кретины можно говорить? Не, я не скажу. Неадекватные, когда человек, будучи
облеченным властью начинает запрещать рекламу только потому, что ему не нравится девушка, которая рекламирует, предположим, памперсы в рекламе, и он начинает говорить о том, что, ребята, реклама, запретите рекламу, пишет письма, звонки делает своим подчиненным на других каналах, что типа, ребята, запретите рекламу. Хотя есть закон о рекламе, который регулирует наши отношения, есть закон о телевидении и радиовещании, есть антимонопольный, есть, в конце концов, Конституция, гарантом, которую выставляет президент. И когда отдельный чиновник начинает проявлять вот такую инициативу, у меня только одно в голове, а что дает ему право идти против закона. И вот, кстати, вот это как раз и самая главная проблема, потому что люди, которые думают, что они знают, но они не знают и не умеют. И сегодня они драйвят рынок назад. Опять же, отсутствие экспертизы. Если была экспертиза, если была у нас единая платформа, которая позволяет делиться этой экспертизой, если была платформа единая, которая позволяет нам экспертизой делиться и помогать как вам, как рекламораспространителям, так и рекламодателям, так, в принципе, и государству более адекватно понимать, куда двигаться, я думаю, все бы от этого выиграли. Ну что ж, я желаю успехов в этом серьезном начинании. Друзья, я напоминаю, что сегодня у меня в гостях был основатель рекламного агентства Total Advertising Group, или проще так, Шерали Джурабаев.